река Лена. Издавна на ее берегах местное население создавало свои поселения. Сегодня ее красота и мощь притягивает туристов со всего света. С нашей могучей рекой связал свою судьбу молодой ученый Никита Тананаев. Впервые увидел Лену еще студентом 3-го курса МГУ. После 3-го курса это была большая поездка. Я очень хорошо помню, что мы прилетели, нас привезли в затон техучастка тут же этим же утром. И этим же утром мы уже выехали на реку. И вся наша работа, собственно, была на реке. Мы занимались составлением карт для судоходства, карт глубин. То есть мы делали съемки глубин, составляли карты и потом делали по ним свою научную работу, конечно. Уже тогда я знал, чем я буду заниматься. Вполне определился со своим интересом. За год до этого к одному из профессоров кафедры подошел с вопросом, а можно ли с вами посоветоваться, я хочу изучать реки в вечной мерзлоте. Откуда вдруг такой интерес во мне возник, я даже не знаю, но в какой-то момент это просто так вот я сформулировал, что хочу. Это был 2002 год. Город очень сильно изменился. Река абсолютно не изменилась. Она, конечно, меняет свое течение по своим законам. Все это было очень быстро. Нас привезли в затон, и мы уехали тут же. И это все было что-то такое очень новое. Я никогда в жизни с этим не сталкивался. Да? Какие-то теплоходы, нас куда-то везут, все это плещется. И, конечно, в первую очередь впечатлил размер. Это огромная река, похожих на которые я, может быть, только из окна поезда там когда-то, когда проезжали там какую-нибудь Обь случайно. Ну и, конечно, все, что связано с водным транспортом, тогда же тоже меня заинтересовало. Вообще я интересовался, не сказать, что хобби, но такой область интересов. Меня интересовало все всегда, что связано с транспортом, с любым, с разнообразным. Огромные железные какие-то сооружения, которые двигаются с большой скоростью, которые, из Москвы этого не видно, а Ленский бассейн все-таки по протяженности водных путей первый в России. И, конечно, здесь водный транспорт очень развит. И это тоже очень впечатлило. Оказывается, не просто какой-то отдельный пароход, который куда-то плывет и что-то везет, а это целая система, которая охватывает огромное количество людей. Это то, что во многих отраслях меня очень впечатляет, редко об этом задумываюсь. Родился в Москве и вырос в спальном районе, далеко от центра, не центральный житель. Учился в обычной школе, не совсем обычной, у нас была языковая школа. Благодаря ней у меня хорошее знание английского, и это как раз очень помогло потом, дальше и здесь в том числе. Нет, я единственный ребенок в семье, поэтому, наверное, родителям было сложно меня отпускать, но мы даже особо не говорили о том, что за, против, никто не препятствовал. Мне было уже довольно... я считал себя взрослым, почти состоявшимся человеком. У меня уже была кандидатская на руках. Мне было 26 лет. И все мои родители, оба, и многие мои предки также работают в науке, и работали, и работают до сих пор, да, в разных, не в географии. Географ я единственный в семье. Бывает. Я точно знаю, что на 4 поколения назад, до меня, по отцовской линии особенно, все мои предки также были учеными. И прославились в разных местах. Мой прадед, наверное, если в Википедию залезть, наверное, на мою фамилию
Самое первое, что вы найдете, это мой прадедушка, который участвовал в создании атомной бомбы. Получил за это 2 Нобелевские премии и стал академиком Академии наук. И я счастлив, что я его застал в живых и помню. И больше, конечно, не в рабочие моменты, а в кругу семьи, скажем так. Да, он был химик, и отец и мать также. Вот, они тоже химики. И, может быть, поэтому в той тематике, которую я исследую, и чем дальше, тем больше, кстати, я стал замечать, что с возрастом эта область знаний меня привлекает все больше и больше. Видимо, гены дают знать там. Коренной москвич из семьи ученых-химиков в нескольких поколениях. Продолжил стезю академической науки, но выбрал гидрологию. И благодаря химическому анализу воды обнаружил еще один удивительный факт о реке Лена и ее притоке, могучем Алдане. Это экспедиция, которую мы делали с Институтом географии московским в Кюсюр, в устье Лены практически. Мы пробыли там 3 дня и тоже исследовали химический состав воды по дороге. То есть купили обычные билеты на пассажирский теплоход, на Кулибино, и на нем доехали до Кюсюра, и попутно я благодарен экипажу, они, конечно, нас смотрели искоса, но тем не менее пароход они останавливали в тех местах, где я просил. И это позволило отобрать больше 20 образцов воды по всему течению реки. Это было нужно для того, чтобы отследить, как меняется ее качество в первую очередь. Побочный эффект от этой работы, в частности, был в том, что это еще надо доказывать, но очень, ну, вы знаете, что Алдан – самый большой приток Лены у нас, да? По крайней мере, в нашем районе. Вот. И оказывается, что Лена с Алданом не смешиваются на протяжении сотен километров. То есть Алдан впадает в Лену, и еще на протяжении нескольких сотен километров это отдельные реки. Это видно в химическом составе. К Жиганску можно еще найти различия в химическом составе. Как раз гидрохимические, геохимические признаки об этом говорят. Ну, в науке считается, что одного факта недостаточно, нужно больше доказательств. То есть над этим надо еще поработать. Но это вот то, что мы видели в наших образцах, что это фактически 2 реки, текущие в одном русле. Возможно, в будущем мне, например, очень хотелось бы попробовать еще раз такую работу сделать, но на этот раз уже не привязываться к теплоходу, а сделать самому. Мы их называем куржак или это морозный, изморозь называют иногда. Они намерзают на потолках и стенах и образуются из водяного пара. Здесь вообще довольно сухо, и водяному пару здесь неоткуда взяться. Но конкретно вот эти кристаллы, значит, это дыхание людей, которые сюда приходят. И когда я об этих кристаллах снега думаю, всегда приходит в голову, что эти кристаллы – это дыхание тех людей, которые приходили сюда раньше, может быть, 5-10 лет назад, еще раньше. Возможно, их давно уже нету, но их дыхание сохраняется здесь в вечной мерзлоте. И когда я об этом так думаю, у меня тем более не поднимается рука их сбивать с потолка или как-то разрушать. И к тому же они просто сами по себе очень красивые. Ну и вот здесь то же самое вы видите. Самое главное, что я хотел сказать вот об этих конкретно слоях, это органическое вещество, которое позволяет определить свой возраст. У нас есть радиоуглеродный метод, мы можем сказать, когда оно накопилось, сколько ему лет. И мы знаем довольно точно, что возраст конкретно этой органики около 11 тысяч лет. И для меня лично это важно, поскольку дает какую-то историческую отметку, когда, ведь это все речные отложения. Вот. И этот возраст показывает нам, сколько времени заняло накопление всего того, что выше находится. Видите, то есть над нами 11 метров песка. И это все отложение реки Лена. То есть река Лена за свою геологическую историю накапливала где-то по метру отложений в год, в 1000 лет. Вот. Это характеризует скорость геологических процессов.
ну, вот в историческом времени, и мы предполагаем, что, в принципе, та же самая скорость, более-менее, да, она сохраняется и сейчас. То есть вот такая органика – это хорошая временная марка. К тому же это важно для изменения климата, потому что сейчас она вся в замерзшем состоянии находится. Вот. Возможно, конкретно этот органический слой не оттает в ближайшие 50-100 лет, он слишком глубоко. Но в мерзлоте углерода запасено в 2 раза больше, чем сейчас находится во всей атмосфере Земли. В 2 раза больше. И это органическое вещество легко разлагается бактериями. Оно свежее, и для бактерий это как сахар. Они очень его любят есть. Оно свежее, вкусное. А что это значит? Бактерии едят органическое вещество, разлагают его на метан и углекислый газ. А это 2 основных парниковых газа. Соответственно, мерзлота оттаивает, больше органики становится доступной для бактерий, больше парниковых газов, сильнее парниковый эффект, глубже оттаивает мерзлота. И так дальше по кругу, замкнутый круг. То есть получается, вот в чем важность сохранения мерзлоты. Да, это один из аспектов проблемы, связанной одновременно и с изменениями климата, и с сохранностью вечной мерзлоты, и с циклом органического вещества. То есть это все взаимосвязано. Возможно, есть механизмы, которые как-то сглаживают эти эффекты. Некоторые из них мы уже знаем. Это то, что связано с озерами. В некоторых случаях озера могут играть роль фильтра-поглотителя. Они не выпускают парниковые газы, особенно метан, на поверхность. И это касается наших мерзлотных озер термокарстовых. Но мы изучали их только в одной точке, в Красноярском крае. В этом году у нас будет большой проект, мы будем изучать их здесь, в Якутии. Возможно, нам удастся доказать, что и наши озера также способны регулировать поступление в атмосферу углекислого газа и метана. Но пока это еще передний край науки, мы здесь пока находимся, дальше мы ничего не знаем. Но надеемся, что найдем какие-то механизмы, которые предотвратят глобальное потепление. Вот органику я могу спокойно достать. Видите, это не куржак, его не жалко. Это остатки травы и древесная щепа, ну в данном случае это больше трава и корни, да, которым около 11 тысяч лет. Можно прикоснуться истории, просто вот так вот, отщипнув кусочек органических остатков. Несколько лет Никита Иванович руководил геокриологической лабораторией филиала Института мерзлотоведения в Красноярском крае в городе Игарке. Один научный проект был посвящен изучению воды в реке Енисей во время паводка с французскими коллегами. О совместной работе ученых был снят документальный фильм. Географу очень хорошо удалось показать, что науку делают люди, и обеспечивают эти научные исследования тоже люди. У каждого своя жизнь, свои интересы. И мы как никогда об этом не думали, я тоже об этом не задумывался. Приезжают люди, конечно, надо им помочь, как-то все это организовать, приложить какие-то усилия. Для меня это было само собой разумеющееся часть работы. А для них это было что-то, что я для них делал, хотя, в принципе, не обязан, я мог бы отказаться. Я могу сказать, что мы с вами не работаем, мне это неинтересно, скажем так. И получился в итоге такой фильм на около получаса примерно, который мы потом показывали на фестивалях нескольких во Франции, и даже какие-то премии и награды он получил. После 6 лет работы в городе Игарке вернулся снова на Лену. Ее воды, берега, подземные источники, влияние вод на мерзлоту и наоборот. Вот неполный круг интересов ученого. Еще один вид исследований, в которых принимает участие Никита Тананаев, постоянно меняющееся русло Лены и других рек. Практическая польза исследований – помощь населению в организации берегоукрепления. Эта система берегозащиты и защиты от наводнений, она актуальна сейчас. И результаты изысканий, конечно, их нет смысла радикально корректировать. То есть эта система будет работать еще в ближайшие десятилетия. 2, может быть 3. Что нас ожидает в будущем?
Это как раз климатические изменения, которых мы ждем и которые по возможности мы должны предвидеть. Меняется климат, но реки меняются тоже. И поэтому в разных регионах это происходит по-разному, но мы видим незначительное все-таки, но увеличение максимальных расходов. Мы, конечно, больше мы видим увеличение зимних расходов воды. Это нам даже на пользу. По изысканиям начала 20 века в русле городской протоки утопили несколько деревянных барж с камнями. Это было сделано для того, чтобы замедлить скорость течения, соответственно, уменьшить размыв. Затем уже в 60-е годы была построена городская дамба, затем была построена набережная и берегозащитные сооружения. Это уже в наше время. Вот. Поэтому сейчас, по крайней мере, для центральной части Якутска нет особой опасности, связанной именно с размывом берегов. С другой стороны, выше по течению, Хатасы, например, да? И ниже по течению, это уже территория Намского района, там этот вопрос до сих пор актуален. Берегоукрепительные работы всегда баланс между реальной опасностью и стоимостью, потому что это все-таки не дешевая работа. Вот. Но да, действительно, есть места, где такие работы абсолютно необходимы. Вот. И я знаю, что по Якутии уже таких проектов достаточно много. Мне приятно, что в некоторых из них я принимал участие. Например, берегозащита поселка Зырянка, что когда-нибудь размыв берега достигнет этого участка. Вот в Зырянке так и было. Берег размывался с очень большой скоростью, и было понятно, что через 10-20 лет он дойдет до одной из частей поселка и начнет ее размывать. Но, тем не менее, пока там не смыло школу и несколько прибрежных домов, никто особо на этот счет не заморачивался. Хотя река двигалась и двигалась в сторону. Дальше. Проекты берегоукрепительных мероприятий могут быть самые разные. И как раз весь интерес в том, чтобы с нашей стороны, со стороны ученых, найти тот вариант берегоукрепления, который был бы оптимальным и по цене, и по эффективности. Где-то нужно защищать капитально, как в Зырянке, вот, например, там было запланировано много берегоукрепительных шпор, они все были сделаны из местного материала, каменная наброска под определенным углом к потоку. В Нижнем Бестяхе поначалу было достаточно просто отсыпанного песка. Это интересный вариант, песок замерзает сразу, смыкается с мерзлотой, которая в береге. И именно это обеспечивает то, что эти шпоры песчаные такие устойчивые. То есть мы предлагали для разных населенных пунктов разные варианты. Все должно быть адаптировано. Для Хандыги мы предлагали в свое время просто надалбливать деревянные сваи. Не бетонные даже, а деревянные сваи. Из чего угодно, да. Там кроме лиственницы поблизости ничего нет особо. Но зато ее много. Кстати, несколько рядов деревянных свай, они вполне бы Хандыгу защитили. И мы работали еще через несколько лет после Колымы на Алдане, в районе Усть-Татты. Там тоже была опасность размыва берега. И тоже с коллегами мы разрабатывали проект берегозащиты. Но мне кажется, потом там и русло немножко поменялось, и эта проблема для села перестала быть первостепенной. Большую часть года Никита Иванович проводит в экспедициях на реках региона. Одно из красивейших мест для отдыха и работы – река Кенкеме. Легко доехать, хорошая дорога. У нас там стоит несколько датчиков, которые измеряют уровень воды. И мы также измеряли расход воды, то есть количество воды, которое в реке течет. Да, отбирали пробы на химический состав также. Вот то, что ее отличает, то, что прям очень типично, да, это цвет воды. Все, кто там был, это хорошо знают и видели, он такой густо-желтого, такого желто-коричневого цвета. И некоторых могло бы это смутить. Но причина на самом деле в большом количестве органического вещества и железа. Именно они дают такой цвет.
И чаще всего одно связано с другим, чисто химическое свойство. Они там образуют комплексы такие. В основе железа алюминий и оболочка из органики. И все это придает такой цвет. Потом река не очень глубокая, вода нормально нагревается. Отличное место. Обожаю просто, да. Тянет и тянет прям туда. У нас есть несколько объектов для изучения в заречных районах. Источники, наледи, тот же Булус, тот же Улахан-Тарын. Наш институт там делает очень много работы, и я в ней участвую. Большой объем экспертной работы, то есть периодически просят дать заключение на какие-нибудь проекты. В этом отношении мы работали с исполнительной дирекцией по ликвидации последствий паводковых вод, например. Вот. Есть научный проект у нас, связанный с моделированием как раз температур Земли в Медино-Кангаласском районе, недалеко от Улахан-Тарына. Вот. Но он связан с математическим моделированием, поэтому он полностью такой сидячий, компьютерный. За 10 лет жизни в Якутии Никита Тананаев состоялся вполне как ученый. С Никитой Ивановичем там у нас получается то, что мы будем отбирать пробы воды и проводить химические анализы, которые позволят определить, в каком количестве какие вещества поступают в речную сеть. Ну, это является вот таким важным экологическим показателем, вот, и свидетельством о миграции различных растворенных веществ в воде, вот, которые влияют как и на биоразнообразие, Арктики, субарктики, тайги. Ну, так или иначе, мы обсуждали в ходе каких-то бесед общие научные вопросы и находили общие интересы. После этого у нас рождались какие-то общие идеи, и мы писали статьи, публиковали их. То есть занимаетесь проблематикой? Ну, скажите, что у вас... Мы занимаемся немножко разными вещами, несмотря на то, что они, в общем-то, связаны с водой. Он занимается поверхностными водами, я занимаюсь больше подземными водами. Вот. И на стыке вот этих двух наук мы находили общие интересы и, в общем-то, воплощали идеи наши научные. Ну, как специалист я могу сказать то, что это очень эрудированный человек, он очень заинтересованный человек, он знает очень много не только про поверхностные воды и подземные воды. С ним комфортно работать, потому что какие-то вопросы, если сложные возникают, это он может решить. И если что-то научное, может поиск организовать, да, и найти какое-то решение тех проблем, которые у нас имеются. Впереди новые исследования. Сегодня он радуется, что в науку охотно приходит молодежь. Именно сейчас для молодежи гораздо лучшие условия, чем были даже, когда молодежью был я. Сейчас я уже не молодой ученый. Те, кто молодые ученые сейчас, пожалуйста, главное гореть, интересоваться, иметь широкий кругозор. Потому что много грантовых конкурсов, большая поддержка, разнообразная абсолютно. Потом нынешняя молодежь между собой гораздо более дружна, чем мое поколение, например. Поэтому у них проще получаются какие-то коллективы, коллаборации, да, без проблем. Я думаю, что сейчас с наукой более-менее все неплохо, есть возможность, по крайней мере, те, кто не был у нас. Сейчас любимая река ученого – Лена, скована льдами. Но весной она начнет просыпаться, разрушит ледовый панцирь и летом снова поманит своими водами. У меня есть байдарка. Вот. В прошлом году я ее опробовал уже.
на сплаве от Еланки до Якутска. За 2 суток 160 километров. Большой труд, но гигантские впечатления. У нас прекрасная река. Лена это что-то абсолютно феерическое. Вот. И есть план на будущее сплавиться на байдарке до устья Лены.